Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю на свой курс в школе Апейрон «Модерн. Власть и природа человека». Мы все являемся современниками больших политических, социальных, экономических, культурных, даже геополитических трансформаций. Да что там трансформаций? Буквально изломов, когда прежний мир, который сформировался в эпоху модерна, буквально рушится на наших глазах. И мне кажется, такая ситуация – это лучшее время для того, чтобы вернуться к истокам и попытаться понять, где человечество, в данном случае именно западная часть человечества, где и когда и почему она свернула на путь, который привел к нынешней ситуации. И одним из таких истоков понимания модерна с его практиками социальной дисциплинации, унификации, восприятия человека априори как существа со злой природой. Так вот, одним из таких истоков, или если хотите, предтеч, считается известный флорентийский писатель, мыслитель, историк Никколо Макиавелли. И первое занятие курсу будет посвящено одной из его книг, наиболее популярной и наиболее известной его книги «Государю», хотя он автор и многих других произведений, «Размышления о третьей декаде Тита Ливия», о военном искусстве, «Флорентийская хроника». Но мы остановимся на «Государе» и попытаемся проанализировать, в каких вопросах Макиавелли предвосхитил или даже, возможно, предформировал те практики и представления о власти, о политике, о природе человека, которые потом будут реализовываться в следующих столетиях, в 17-18 столетии, и какие из идей Макиавелли повлияли на других известных мыслителей, и как это влияет на нашу жизнь прямо здесь и сейчас. Мы посмотрим, является ли Макиавелли актуальным для нас в 21 веке. Мы сейчас видим вот этот вал появления новых харизматических лидерств, и насколько то, о чем писал о государях Макиавелли, о политических правителях, лидерах, насколько это коррелируется с нашей нынешней политической ситуацией. И что двигало Макиавелли, можем ли мы поставить знак равно между Макиавелли и тем, что принято называть макиавеллизмом. И мы поговорим на всех этих вопросах на первом занятии, на книжном занятии. Второе занятие курса будет киносеминаром. Он будет комплементарный к первому занятию. Это киносеминар по фильму «Серые волки» 1993 года. Казалось бы, какая связь между этим фильмом, который описывает, как в 1964 году снимали Никиту Хрущева в Советском Союзе, Брежнев и другие политические группы. Но на самом деле этот фильм является таким чувственным эквивалентом «Государя Макиавелли», и вместе с анализом книги поможет лучше понять вот эти вопросы взаимосвязи между политическим лидерством, восприятием природы человека, особенно восприятием с точки зрения злой природы человека, и как это влияет на политическую культуру и политические практики в модерных обществах. А Советский Союз, хотите ли вы это или нет, был во многих аспектах европейским модерным обществом. На третьем занятии мы вернемся к периоду кульминации модерна, то есть это конец 19-го, начало 20 века, когда модерное общество, сформировавшись в Европе, ширится и на другие территории, на другие континенты, на другие цивилизации, народы. И на примере книги Джозефа Конрада, английского писателя польского происхождения, который родился на территории современной Украины, его романе «Сердце тьмы», мы посмотрим, как это модерное восприятие природы человека и идей власти, как оно перенеслось на африканский континент и что из этого вышло. И последним занятием, это тоже будет киносеминар,
Последним занятием является «Слезы солнца» 2003 года с Брюсом Уиллисом и Моникой Беллуччи. Этот фильм во многих аспектах дополняет роман «Сердце тьмы», но он не только его дополняет. Создатели фильма показывают, как, при каких обстоятельствах возможен выход из ситуации модерна, как можно начать смотреть на других людей как на личности и как решения, которые принимают люди, влияют на изменение мира вокруг их. Приглашаю вас в это путешествие по исследованию модерна, и это лучший способ понять, что происходит сейчас в окружающем нас мире. Не пропускайте.